Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И сегодня гость нашей программы — заместитель генерального директора по стратегическому развитию железных дорог Якутии Алексей Местников. Алексей Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Буквально накануне, 16 февраля, был подписан договор между компанией «Железные дороги Якутии» и Северо-Восточным федеральным университетом на выполнение научно-исследовательских работ по теме разработка архитектурно-градостроительной концепции Музея промышленности Южной Якутии. Расскажите вообще, как возникла идея создания Музея промышленности Якутии, кто стал инициатором этого проекта? Проект довольно-таки интересный. Ну, идея создания музея витала, как говорится, в воздухе давно. Значит, идея исходила из того, что слава о богатствах несметных Алдана началась еще с начала 20 века, когда еще небольшие артели начинали мыть золото, да, вот. Ну и серьезное развитие района началось с 20-х годов, прошлого столетия, когда весь мир узнал о несметных запасах золота, да, вот. Значит, позже Алдан приоткрыл и другие свои природные богатства, такие как слюда, уран, железная руда, каменный уголь, апатиты, горный хрусталь, ну и другие полудрагоценные камни. Вот. Вот это все повлекло развитие предприятий, связанных с добычей этих полезных ископаемых. В 50-х годах прошлого столетия отсутствие автомобильных дорог, ну и любых других путей сообщения способствовало развитию телеграфной, телефонной связи. Вот. В 80-х годах, значит, 20 века свою историю на территории района начала железнодорожная отрасль, то есть мы, да, вот. В 92 году прибыл первый поезд на станцию Алдан, в 97 году первый поезд прибыл в город Томот, вот. И в начале 2000-х годов на территории района бурно развивается инфраструктура по транспортировке через территорию природного газа, газопровод «Сила Сибири». Да? Вот. А также затем транспортировка нефтепродуктов Сибирь, Тихий океан. Ну, в общем, у промышленных предприятий Алданского района в период их становления и развития сложилась довольно-таки уникальная история, что, конечно, хотелось бы увековечить в сознании современного общества, молодежи. Вот. Ну и обеспечить поддержание исторических ценностей, вот, непрерывности и преемственности передачи исторических ценностей следующим поколениям. Вообще организация Музея промышленности, на наш взгляд, обеспечит достижение целей по сохранности исторических ценностей промышленных предприятий в целом района. Вот. Наш генеральный директор Шумохин Василий Владимирович, являясь депутатом городского совета города Томота, выступил с инициативой по созданию этого музея, да, и получил поддержку других промышленных предприятий, таких как Полюс Алдан, Селигдар, ПАО Селигдар, ГУП Россия Алдан Геология, ГОК Наглинский, Взрывпром, Ассоциация строителей АЯМ, ну и наша компания. Вот. Ну и другие предприятия его поддержали, такие как историко-краеведческий музей в городе Алдан, вот, Совет ветеранов, сами муниципальные образования, администрации городов Алдан и Томот поддержали. Ну и обратились с письмом к председателю правительства республики к Андрею Владимировичу Тарасенко. Вот. И наша инициатива была поддержана еще Министерством культуры республики. Вот. Инициатива была поддержана, получается, практически повсеместно, и это очень здорово. Скажите, а выбрано ли уже место для строительства этого музея, где он будет расположен?
Ну, оно выбрано как бы не случайно в городе Томот, поскольку вся история становления предприятий региона как бы начиналась с Томота, потому что других путей как бы сообщения развитых не было, а там как раз располагается река Алдан, ну и, соответственно, доставка всех жизнеобеспечивающих материалов, так продукции, все доставлялось по реке Алдан. Вот, и предприятия начинали именно свое начало с города Томот. Но все-таки проект, я так предполагаю, все-таки довольно затратный. Кто будет инвестировать в строительство этого музея? Ну и, наверное, главный вопрос, когда планируется его открытие? Но музей будет построен силами промышленных предприятий, в том числе нашим предприятием «Железные дороги Якутии». Да? Вот. Так как мы с инициативой выступили. В настоящий момент мы заключили договор с Северо-Восточным федеральным университетом на выполнение научно-исследовательских работ по теме разработка архитектурно-градостроительной концепции музея промышленности Южной Якутии. Ну и музей планируется открыть к 2022 году к празднованию столетия образования Республики Якутская ССР. Расскажите, пожалуйста, немного о концепции этого замечательного музея промышленности. Ну, разработка архитектурно-градостроительной концепции музея включает градостроительный анализ территорий проектирования и строительства, значит, анализ аналогичных проектов в других территориях нашей федерации, да, Российской Федерации, вот, возможность использования зарубежного опыта, вот, генеральный план музейного комплекса будет рассматриваться, эскизный проект объектов музея промышленности, значит, будут рассматриваться трехмерные изображения объектов, их малых архитектурных форм, ну и тому подобное. Вот. Значит, по результатам выполнения работ железной дороги Якутии разрабатывает соответствующее положение и организовывает конкурс на разработку рабочего проекта среди проектных институтов. Значит, силами СВФУ работы будут проводиться студентами 3-4 курса кафедры архитектура и градостроительства, да, вот, и другими научными сотрудниками инженерно-технического института СВФУ. Но, безусловно, самое главное в любом музее – это музейные фонды. Скажите, каким образом будут собираться экспонаты в новый музей и пополняться, естественно, музейные фонды? Вообще вот у промышленных предприятий Алданского района с момента их становления накопилась, как говорится, очень такая богатая, уникальная история, и, можно сказать, накопился богатый объем исторических своих ценностей. Вот. И, соответственно, вот эти ценности будут переданы в фонд музея. Ну а если говорить о вкладе железных дорог Якутии, то вот вы упомянули уже заключенный договор с Северо-Восточным университетом, грядущие какие-то исследования. И что еще, какой вклад внесут железные дороги Якутии в создание музея промышленности Южной Якутии? Ну, конечно же, мы тоже будем передавать свои ценности, накопленные, так сказать, с момента начала эксплуатации. Вот. Значит, музейный комплекс, он будет как бы представлять из себя, значит, экспонаты на улице и в крытом помещении, да. Вот. Возможно, мы передадим в виде экспонатов технику, железнодорожную технику специфическую, да, вот, строительную там, и для эксплуатации. Ну и вообще в целом, конечно же, будем принимать участие в строительстве этого музея. Вот когда музей построят и сдадут в эксплуатацию, то в чьем ведении он будет находиться? Вообще предварительно о создании музея промышленности было получено согласование
вот все действие было согласовано с Министерством культуры, которое поддержало этот проект. Вот. Они будут оказывать необходимую методологическую помощь в организации музея. Ну и впоследствии, в конце концов, музей будет передан им в их ведение. Ну что ж, будем ждать с нетерпением открытия музея. Алексей Александрович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего. Это была программа «Актуальное интервью». На создании Музея промышленности Южной Якутии нам рассказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию железных дорог Якутии Алексей Местников. Берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.